ведущий сотрудник министерства. Она ведущая, а я не помню ее точную должность. Ну ладно, назовем главной. Пусть будет. Да, она уже в самом конце. Вот. После вас, Юлия Владимировна, или нет, давайте подумаем. Вы общую картину представите, да, и поделитесь наблюдениями. Да, то есть я скажу о результатах прошлого года, на что обратить внимание в этом году, и если уж у них будут какие-то конкретные вопросы, я, конечно, отвечу на них. Да. Ну, хотя Кимы не меняются, в ОГЭ пока ничего не трогают, да и не надо трогать, пусть так и будет. Вот. После этого Юлия Александровна начнет говорить, ну, с первой части, видимо, да, ведь изложение. Юлия Александровна. Да. Ну, первую часть изложения начнешь вот комментировать, вот, а потом я подключусь. Ну, почему между изложениями, там, тестовой частью и сочинениями? Потому что у меня презентация, ну, связана с комментарием вот основных принципов изложения в целом. Вот как оно в итоговом собеседовании выглядит, все равно же подробный пересказ или изложение, так ведь? Юлия Владимировна, от того, что в итоговом собеседовании это задание называется пересказом, оно же не теряет своей сути как устного изложения текста. Ну, нет, конечно, только акцент все-таки сделан здесь на другие вещи, а так, в принципе, преемственность, да, есть, безусловно. Есть, да, как бы устное изложение, но оно достаточно подробное, с трансформацией, с включением цитаты, так ведь? И, собственно, письменное, сжатое уже изложение. В итоговом устном собеседовании не ставится же задача там сжатия или еще чего-то, уж как перескажет основные микротемы, передаст, немножко раздвинув, чтобы место для цитаты было. Вот я об этом буду говорить. Вот, то есть о значении вот такой работы, почему нужно вот эти навыки, умения изложения, пересказа текста формировать. Это, по сути, уже метапредметный такой уровень. Вот так. Ну, а потом Юлия Александровна продолжит уже. Да. Ну, ты будешь подробно все тесты, вот, сочинения. Ну, не все тесты, виды работ, формы работ. Ну, с учетом того, что, говорим, а не решение. С учетом того, что Юлия Владимировна скажет, чтобы повторений не было. Да, я уже буду как бы отслеживать. Ну и если вот получится, то давайте побольше перекличек, связок между ОГЭ и ЕГЭ, между русским языком и литературой, чтобы выводить наших слушателей вот на такой метапредметный уровень осмысления всех этих вопросов. А то они как сосредоточатся на одном, так вот дальше и не смотрят. Так, ну что? А у нас начало в 16:00 заявлено? Да. Почему-то нету вообще слушателей. Только мы. А сейчас написали, что их почему-то выкидывает на сайт университета, но тем не менее, говорят, заходят. Может быть, мы их просто не видим? Но пока мы их не видим, надо у Зульфии спросить тогда, Юлия Александровна, что они, где, на какой платформе сидят. Там же были две параллельные ссылки, да, на 16:00 заявлены. Может, они с 18 числом спутали, но не должны были. Потому что Зульфия-то сейчас одну ссылку им высылает. Ладно, разберемся где-нибудь в виртуальном пространстве, друг дружку найдем.
Так, Валентина Васильевна, Юлия Владимировна, начинаем через 3 минуты в 16:10. Люди подключаются, мы их не увидим, потому что мы заходим через Zoom, чтобы у нас не фонило, а они заходят по другой, видимо, ссылочке. Вот. Что, они нас слышат, наши Они прекрасные? нас уже слышат, они нас уже видят, их уже 20 с лишним человек. И Зульфия попросила подождать до 16:10, чтобы собралось побольше народу на старте. Ну, хорошо. Если аудитория нас слышит, то вот просим еще несколько минуток подождать. Ну, конечно, то, что мы совсем не видим, это не очень хорошо. А как они будут в чате писать, вопросы задавать? Ну, видимо, придется предупредить. Юлия Александровна, а наши студенты-старшекурсники откликнулись, подключатся, подключаются? Они мне не прислали ни одной заявки, ни магистранты, ни студенты, хотя перезвонили, сказали, что будут подключаться, может быть, сразу связывались с Зульфией, отправляли туда. Мне они никаких чеков не прислали. Ну, ладно. Сейчас, минутку. Алло. Так, Валентина Васильевна, 5 или 6 человек студентов у нас подключилось. Ну, тогда давайте уже начнем. Хотя, конечно, надо приспособиться вот к такому формату, когда у нас обратной связи, не визуальной, вот нет, вообще никакой нет. Но... Обратная связь будет, Зульфия Рафитовна будет пересылать нам вопросы, либо озвучивать их. Ну, сейчас все по порядку. Итак, уважаемые коллеги и модераторы, и участники нашего вебинара, позвольте его начать и представить коллег, которые будут раскрывать те аспекты и вопросы, которые будут раскрывать аспекты и вопросы, связанные с подготовкой к ОГЭ по русскому языку. Хотя вот сразу хочу сказать о том, что мы будем по возможности стремиться к сопоставлению вот ОГЭ с ЕГЭ, русского языка с литературой, ну, обращаясь также и к итоговому сочинению, и к итоговому устному собеседованию. Ну, надеюсь, вы согласитесь с тем, что это взаимосвязанные, так сказать, уровни, вот, направления подготовки, которые, по моему глубокому убеждению, должна носить комплексный характер. Вот. Готовить детей к государственной итоговой аттестации нужно с учетом метапредметных установок, понимая, что мы должны вот в этой единой предметной области русский язык и литература оставаться, не разделяя ее
не сидя, так сказать, в амбразуре одного только предмета. Ну, разрешите представиться. Меня зовут Борисова Валентина Васильевна, я доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Башкирского государственного педагогического университета. Кроме того, в вебинаре участвует кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка, ну, мне пока так привычнее говорить, Юлия Владимировна Ашеева. Но у нее есть еще очень важная ипостась. Она председатель Республиканской комиссии по проверке письменных работ ОГЭ по русскому языку. Причем многолетний уже председатель, у нее большой опыт, она сама очень квалифицированный ведущий эксперт, так что ей есть что сказать. И я думаю, вы воспользуетесь возможностью задать и ей, и другим коллегам вопросы. Можете писать в чате, вот, и наш технический секретарь вот, обеспечит возможность с вашими вопросами познакомиться и на них ответить. Ну и третий модератор нашего вебинара – это Юлия Александровна Жукова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы, тоже очень опытный эксперт. Эксперт как по русскому языку, так и по литературе. Ну вот могу ответственно сказать, что вот обе Юлия Владимировна и Александровна, они безупречно осуществляют проверку экзаменационных работ учащихся. Ну и в конце к нам еще присоединится главный сотрудник Министерства образования нашей республики Иванова Ирина Владимировна, ну, которая вот свою обязанность выполнит, напомнит, вот, предупредит о необходимости соблюдения всех требований, ну, в общем, расскажет о процедуре ОГЭ с официальной точки зрения, что я считаю тоже необходимо. Итак, предоставляю слово уважаемой Юлии Владимировне Ашеевой. Пожалуйста, слушайте внимательно. Спасибо, Валентина Васильевна. Добрый день, уважаемые коллеги, студенты, магистранты. Я хотела бы в своем выступлении прежде всего остановиться на вопросах, связанных с тем, как наша республика выглядела летом 2021 года, то есть как учащиеся нашей республики сдали этот экзамен, чтобы у вас, у учителей и у тех, кто уже не первый год выпускает 9 классы, и у тех, кто только вступает на этот путь, уже имелось представление, как мы выглядим, да, на фоне других регионов. Ну и постараюсь сосредоточить внимание на каких-то проблемных точках, да, на что желательно вот уже сейчас, готовясь к основному государственному экзамену, обратить особое внимание. Я сейчас запущу презентацию через демонстрацию экрана и попрошу коллег, наверное, Юлию Александровну, сказать, все ли видно на экране, чтобы далее я уже, не беспокоясь об этом, могла продолжить эту работу. Да, все видно. Все видно. Угу, хорошо. Так, сейчас я сделаю удобно это. Так, сначала. Угу. Итак, уважаемые коллеги, мне бы хотелось сначала небольшие статистические данные вашему вниманию предложить. Это то, как наша республика выглядела летом 2021 года на основном этапе сдачи этого экзамена. Вы знаете, что этот экзамен сдается традиционно в несколько этапов. Досрочный период, который в том году у нас был отменен, основной период, и есть еще
еще период дополнительный, он обычно приходится на сентябрь. Вот те цифры, которые вы сейчас видите на экране, это цифры, именно подводящие итог основному периоду, когда летом подавляющая часть наших выпускников 9 классов сдавала экзамен. Юлия Владимировна, извините, листайте презентацию. Я пока... Так, а у меня сейчас не видно табличку? Нет, не видно пока. Так, я потому что слайды листаю. На первом слайде застряла презентация. Сейчас, секундочку. Вот теперь видно. Ага, вот теперь табличка видна, да, значит, он как-то не очень хорошо реагирует на экран весь. Так, вот в этой табличке я хочу ваше внимание особое обратить на красный участок, это наши двоечники. Ну, по ним все-таки мы тоже определенные выводы делаем, и вот есть здесь о чем нам побеспокоиться, потому что поскольку структура КИМ-ОГЭ была у нас изменена, и летом впервые наши участники опробовали эту структуру новую, то, понятно, мы ожидали некоторых сложностей. Но вот основная сложность была связана с тем, что количество первичных максимальных баллов у нас снизилось, однако порог, да, переход с неудовлетворительного результата с двойки на удовлетворительный не изменился. То есть он как был 14 баллов, это последняя, скажем так, составляющая двойки, да, с 15 уже начинается тройка, так этот порог у нас и остался таковым. Несмотря на то, что количество заданий тоже поменялось. Речь идет именно о заданиях части 2. Да? Там их было гораздо больше, сейчас они стали более объемными, комплексными, вот, нисколько не легче, а наоборот, посложнее даже, наверное. Ну и вот эти задания, они тоже свое дело сделали. Вы видите, что 3,1%, да, вот если в процентных показателях смотреть, не смогли преодолеть этот порог в основной период. У них была возможность пересдавать этот экзамен. Ну и вроде бы кажется цифра совсем небольшая, однако в количестве людей это очень весомые, все-таки весомый показатель. У нас никогда не было по республике вот такого количества двоечников, 0,3, 0,5, да, такие показатели у нас бывали. Но вот прошлым летом был такой, что ли, аншлаг в кавычках, да, продемонстрировавших вот неподготовленность очень многих наших учащихся к такому формату КИМ-ОГЭ. Наша задача, конечно, принять это во внимание и постараться ошибки исправить. Части 1 и 3, как вы помните, остались у нас неизменны, да, то есть мы как готовили к ним, и алгоритм подготовки уже у многих учителей сложился, он выработан, вот так и готовим. Однако вот изменилась часть номер 2, и понятно, что такой показатель в подавляющем все-таки случае, в подавляющем большинстве случаев связан именно с неудовлетворительным результатом по части 2 КИМ-ОГЭ. Когда мы с вами говорим о подготовке учеников к этому экзамену, я и учителей, и экспертов, которые не первый год работают в нашей комиссии, и учеников, с которыми мы проводим тоже вебинары, призываю к тому, чтобы вы обращали внимание на сайт Федерального института педагогических измерений. Это официальный сайт, который ведает государственной итоговой аттестацией, и чтобы мы с вами не питались какими-то домыслами, догадками, где-то кто-то что-то услышал, да, вот лучше обращаться к официальным источникам, где вы можете найти подтверждение той или иной информации. Конечно, на этом сайте представлена и нормативно-правовая база государственной итоговой аттестации, ну а нам с вами прежде всего будут интересны такие вещи, как
демо-версия ОГЭ, она обычно появляется в конце августа, перед самым началом учебного года, и какое-то время как проект функционирует до тех пор, до того момента, пока этот проект не будет утвержден. Ну и кроме демо-версии, на этом же сайте нам с вами интересны такие документы, как кодификатор и спецификация КИМ-ОГЭ, где тоже можно смотреть, какие элементы проверяются КИМ, как проходит сам экзамен, основные требования к нему и так далее. То есть все эти вещи, особенно для тех учителей, которые вступают только на путь подготовки к ОГЭ, непременно окажутся востребованными. С прошлого года на сайте ФИПИ, вот в связи с тем, что все-таки дистанционный формат обучения стал доминировать где-то даже, да, в школах, на сайте ФИПИ появился специальный раздел, он касается и ОГЭ, и ЕГЭ, связанный с самостоятельной подготовкой наших учащихся к тому или иному экзамену. Ну вот перечень этих экзаменов здесь можно на слайде увидеть. И, собственно, если вы заглянете в русский язык, то обнаружите там те самые разделы, те самые темы, по которым эта самостоятельная подготовка ведется. Я думаю, многие учителя уже с этим навигатором столкнулись на практике. Ну и наверняка есть как положительные отзывы, потому что действительно там есть возможность какие-то вещи доработать, пропущенный материал каким-то образом восполнить, да, посмотреть те же самые видеоуроки, если у собственного учителя, например, нет возможности вернуться к той или иной теме. Но также есть здесь и свои какие-то еще минусы. Они прежде всего связаны с тем, что пока этот навигатор, ну, функционирует в таком пробном режиме, и достаточной наполненности некоторых разделов там нет. Ну, в частности, если вы сегодня заглянете в тренировочные задания, вы обнаружите там достаточно скудный пока что багаж этих тренировочных заданий. Но я думаю, разработчики будут впоследствии эти материалы обогащать, и появится больше возможностей. Хотя наряду с этими тренировочными заданиями параллельно функционирует и открытый банк заданий ОГЭ. Его, скажем так, плюс заключается в том, что да, там большой достаточно объем материалов, которые можно и нужно использовать при подготовке. Там, например, размещены все тексты изложений, которые уже в течение учебного года учитель имеет возможность с учениками проработать, да, и подготовиться, потому что тексты, изложения, сочинения берутся именно из открытого банка заданий ОГЭ. Ниоткуда больше они не берутся. Поэтому, естественно, есть резон обращаться к этому открытому банку. Однако есть тоже здесь и свой недостаток, и, думаю, многие учителя его уже отметили. Недостаток связан с тем, что вот классификация тех самых заданий, которые представлены в этом открытом банке, она не всегда соответствует последнему демо-варианту. То есть там можно встретить и задания старого формата, да, то есть они сами по себе неплохи, конечно, то есть они позволяют отрабатывать какие-то умения, навыки отдельные, да, но вот если учитель нацелен, заточен на конечный демо-вариант КИМ-ОГЭ, то не всегда это получается сделать через открытый банк заданий. То есть это нужно иметь в виду. Ну и вот, если вы заглядывали на сайт ФИПИ еще в начале учебного года, то могли увидеть там знаковую, скажем, для нас фразу, что изменения в КИМ-ОГЭ 2022 года по сравнению с предыдущим годом отсутствуют. Они пока отсутствуют. Теперь, с вашего позволения, сосредоточу внимание на тех вещах, которые из года в год ну, являются такими, что ли, фильтрами особыми при подготовке к ОГЭ, и из года в год порой те недочеты, которые мы встречаем при оценке работ учащихся, они вот связаны как раз
с недостаточной подготовленностью к этому экзамену. Во-первых, наш КИМ традиционно состоит из 3 частей, это мы с вами помним. Вот вторая часть подверглась у нас изменениям. Я статистические данные вам приведу, вы увидите, как наши дети выполнили эту вторую часть, посмотрите, как они выполнили изложение и сочинение. Понятно, что наши учащиеся во времени ограничены. То количество часов, которое предлагается для выполнения заданий КИМ-ОГЭ, ну, традиционно считается вполне достаточным, и, как показывает практика, большая часть учеников выходит из кабинетов задолго до того, как завершится вот то самое отведенное для экзамена время. Но, однако, надо сказать, что не всегда рационально вот оставшееся время нашими учениками используется или не используется вовсе, да, вот я на это хочу внимание ваше обратить. Уже сегодня важно наших учеников познакомить с инструкцией, которая всегда стандартна, она будет прописана в каждом КИМ, который получит наш экзаменуемый на экзамене. Но на экзамене самом, как правило, эта инструкция не читается учащимися, да? Ученики сразу стараются приступить к выполнению заданий, вот, заполнив бланки. А инструкция как-то отходит на второй фон. И понятно, что есть там некоторые вещи, которые учениками, если он заранее эту инструкцию не читал, не знакомился с ней, вот, некоторые вещи просто-напросто упускаются. Вот, поэтому прошу уже сейчас с этой инструкцией познакомить. Там очень важные векторы так или иначе представлены. Сами бланки я тоже призываю каждого учителя нашим учащимся продемонстрировать, чтобы они понимали, что их ждет, как это выглядит, что они должны будут заполнить, на что внимание обратить. Потому что оформление бланков – это все-таки вещь такая во многом техническая, но учитывая, что часть 2 проверяет машина, не эксперты, да, здесь традиционно, опять-таки, из года в год случаются ошибки, связанные с неправильным оформлением того или иного бланка. И такое неправильное оформление ведет к минусовке в баллах соответствующих. Далее обращу ваше внимание на то, что черновиком на самом экзамене выступать могут как листы, которые дополнительно раздаются нашим учащимся, да, то есть у них есть возможность работать на листах, которые как черновики задуманы изначально. Однако тем же самым черновиком выступает и сам КИМ-ОГЭ, который получает наш ученик. Многие учителя сегодня ошибочно до сих пор полагают, что на этих КИМ вообще ничего нельзя писать, их нельзя трогать. Это неправильно. На них можно писать, на них как раз можно с помощью них, с помощью материала КИМ-ОГЭ делать разбор предложений, подчеркивать все, что вам нужно, все, что вам угодно. Это ваш материал, поэтому ученика призывайте сразу же с этим КИМ-ОГЭ работать вплотную, да, не опасаясь за то, что вот он там какие-то помарки, пометы ставит и так далее. Все это как раз нужно делать. Это тот же самый черновик, да, с которым ученик сталкивается. Другое дело, что этот черновик, как и любой другой традиционный черновик, чистые листы, которые ему раздаются для работы, проверяться не будут. Но, тем не менее, для удобства, конечно, КИМ, сам ОГЭ, используется. Еще одна вещь, на которую хочу обратить внимание, это орфографические словари, которым учащимся 9 классов разрешено пользоваться во время выполнения всех 3 частей экзаменационной работы. К сожалению, культура вот, работы со словарями в школе оставляет желать лучшего сегодня. Не приучены наши учащиеся
к работе со словарями. Здесь вот в данном случае сделан акцент на работе с конкретным словарем, орфографией, да, русского языка, который может помочь нашему учащемуся избежать многих орфографических ошибок. Однако, знаете, наверное, на практике многие учителя, что ученики зачастую вообще в принципе игнорируют наличие этого словаря на экзамене, так как будто бы его и нет. А выходит через 2 часа после начала экзамена, и казалось бы, вот же есть свободное время, оно осталось. Возьми словарь и свою работу всю от и до. Проверь по этому орфографическому словарю, обезопась себя, помоги себе сам. Но нет. Есть какой-то вот барьер непонятного характера, да, то ли не приучены, то ли боятся, поскольку в другом учебном заведении сдают, не в своей родной школе учащиеся. Может быть, как-то дискомфорт какой-то перед тем, чтобы поднять руку, попросить словарь, подойти куда-то, да, то есть можно на многие вещи грешить здесь, но эта вещь все-таки дается в помощь ученику, и очень глупым оказывается не воспользоваться этой помощью. Я приведу потом несколько статистических выкладок по поводу как раз того, какой процент орфографических ошибок делают наши учащиеся, выполняя изложение и сочинение, да, задания части 1 и части 3. Ну и вы сами убедитесь, что подключение орфографического словаря здесь очень важным оказывается. В тех самых методических рекомендациях, которые размещены на сайте ФИПИ, рекомендован определенный набор, список тех самых справочников, словарей, к которым желательно прибегнуть вот при подготовке к экзамену и пользоваться этими словарями в течение учебного года. Призываю также учителей, готовящих своих учеников к экзамену, обратить внимание на то, что демонстрационный вариант – это только лишь один из возможных вариантов формулировок заданий, который может попасться ученику. Не стоит думать, что те формулировки, которые представлены в демоверсии, железно встретятся и в КИМ-ОГЭ. Нет, они могут иметь вариации, да? Скажем, если задание 2, посвященное синтаксическому анализу в демонстрационном варианте, нацелено на поиск грамматической основы в каждом из 5 предложений фрагмента текста, то в КИМ-ОГЭ могут встретиться и любые другие формулировки, связанные опять-таки с проверкой навыков синтаксического анализа. Это и умение видеть простое предложение, отличать его от сложного предложения, видеть осложняющие конструкции и разного рода элементы внутри предложения. То есть здесь перечень этих проверяемых умений широк и многообразен. Поэтому демонстрационный вариант – это только лишь один из вариантов. Далее хочу обратить внимание уже сейчас при подготовке учителем ученика к написанию изложения и сочинения на так называемые Z-ки. Знак Z, который ставится в конце работы и сигнализирует о том, что ученик наш завершил работу. Вот, к сожалению, мы встречаемся иногда с такими случаями, и на апелляции у нас такие случаи были в этом году, когда ученик проявляет излишнюю самостоятельность и инициативу и начинает эти Z-ки ставить сам. Так вот, Z-ки ученик ни в коем случае не ставит. Этот знак фиксируется на бланке организатором в аудитории, когда ученик поднял руку, сказал, что он завершил работу, и вот то пустое поле, оставшееся на бланке ответов, оно как раз перечеркивается этим знаком Z организатором, чтобы потом наш ученик не говорил, что у него текст написан на фоне Z, да, а для эксперта знак Z – это всегда знак
конца работы. Так как же он будет проверять то, что написано на этом знаке Z? Поэтому, пожалуйста, проведите вот эту работу с учащимися. Момент вроде бы такой технический, но он чреват, ну, такими вот самыми серьезными последствиями для учеников. Обращаем, конечно, внимание на разные почерки, когда проверяем работу учеников. Подобные работы отправляются потом в министерство и делается разбор этих работ, вот, устанавливаются, где они писались, как они писались, камеры поднимаются и так далее. Поэтому прошу внимания обратить на эти вещи и не допускать этих вещей. Ну вот на следующем слайде вы видите как раз новую систему заданий, заданий части 2 и результаты выполнения этих заданий. Заданий всего 7. Да, со 2 по 8. Вот впервые у нас эта диаграмма появляется, потому что раньше было другое количество заданий с другим содержанием. Ну и по результатам можно сразу же сказать, вот, что очень многие задания требуют большой и серьезной работы. Пожалуй, одним из самых успешно выполняемых заданий у нас является задание номер 4. Напомню вам, что это задание, проверяющее умение видеть то, как синтаксически выстроены словосочетания, да, управление, согласование, примыкание и способы трансформации одного вида связи в другой вид связи. Вот эта вещь, пожалуй, единственная, которая получается у наших учащихся нашей республики, ну, на отметку отлично, что уж там говорить, да, все-таки 90 баллов – это такой очень хороший порог, свидетельствующий о хорошем выполнении, проценте этого задания. Однако посмотрите на задания остальные. Ну, на уровне 4 у нас выглядит задание номер 8, да, это лексический анализ, если вы помните. Вот, средства выразительности там могут быть представлены разные, тоже вполне достойно. А вот все остальное – это результат не 4. Это результат уже удовлетворительной отметки, если судить по показателям, да? И одним из самых провальных, обращу ваше внимание, оказывается задание номер 5 второй части, а это задание орфографический анализ. Вот он, где словарик орфографический раз мог бы помочь и выручить. С другой стороны, задание так сформулировано, так подготовлено, что там иногда и орфографический словарь не спасет, да, потому что слова-то, которые предлагаются для анализа, могут быть написаны там правильно, а вот комментарий к этому правописанию содержит определенные ошибки, и нужно выяснить, где эта ошибка произошла, да? Оно очень такое вот комплексное по своему характеру, проверяет не только орфографические навыки, собственно орфографические, но и фонетику, да, умение различать глухие, звонкие, согласные, морфемику, видеть части слова, где у нас приставка, а где уже корень начинается, морфологию, потому что комментарий часто содержит указания на принадлежность слова той или иной части речи. То есть здесь действительно очень много вещей помимо орфографии еще проверяется. Ну и вот этот показатель, он пока что свидетельствует о том, что здесь есть над чем работать. Очень много ошибок допущено именно здесь. Ну, остальные цифры тоже видите, они для вас сигнал к тому, что требует особого внимания вот в оставшееся время. Юлия Владимировна, извините, Да. а вы можете презентацию развернуть, а то у вас с левого края еще идет на весь экран. Разверните. Сейчас попробую. Так, вот сейчас видно? Пока в том же формате. Вот почему-то он не реагирует. Я делаю... Ну ладно, лучший враг хорошего, пусть так будет. Да, Нормально. давайте вернусь к этому формату. Так, продемонстрирую еще одну диаграмму, которая тоже может какие-то подсказочки дать в подготовке учителям
выпускников 9 классов, это как раз вот уже сравнительный анализ того, как изложения и сочинения были написаны нашими учащимися в 2019 году, да, в 2020 году у нас не было основного государственного экзамена, и в 2021. Ну, эти учебные года имеет смысл сопоставить просто на том основании, что ни изложение, ни сочинение никаких изменений не претерпели, да, то есть здесь алгоритм у нас остался тот же самый. В каких-то вещах, безусловно, мы подтянулись, да, ну вот красная диаграмма и красные цифры – это показатели свежие последнего года. Очень неплохо у нас всегда обстояло дело с композицией и логикой выстраивания сочинения. Вот этот показатель был неплохим у нас, он и подрос еще к тому же. Прибавили в критерии, который оценивает умение давать определение тому или иному понятию, если мы говорим о сочинении 9.3, умение интерпретировать фрагмент текста, если это сочинение 9.2, и умение комментировать, давать какое-то теоретическое рассуждение относительно предложенного высказывания, если это сочинение 9.1. Да, вот здесь мы тоже прибавили в показателях. Ну, в остальном, видите, цифры достаточно близкие, да, и там, где нас результат не устраивал в 2019 году, он по-прежнему нас не устраивает и сейчас. Опять-таки покажу, что провальными у нас остаются критерии ИК-2, это сжатие, компрессия в изложении. Не очень хорошо обстоят дела с логикой и последовательностью в выстраивании сжатого изложения. Таким же, скажем, провальным критерием в сочинении выступает аргументация. Да, вот с ней все было не очень хорошо и в 2019 году, 47,3%, то есть меньше половины обучающихся получили только балл за этот параметр. Ну и чуть лучше, чуть больше половины стало в 2021 году. Но я думаю, это тоже показатель отнюдь не может нас радовать. Ну и вот здесь можно увидеть, как выглядят критерии грамотности. Орфографические ошибки, да, 44,5% выполнения. Это опять-таки ниже мы 50% барьера. И при всем при этом орфографические ошибки не занимают первое ведущее место. По-прежнему лидером среди допускаемых ошибок у нас остаются ошибки пунктуационные. И, кстати говоря, эта картина повторяется и при выполнении заданий ЕГЭ в 11 классе. Там тоже пунктуация стоит на первом месте. Но, напомню, 11-классникам уже не разрешается пользоваться орфографическим словарем. Поэтому вот этот показатель, да, он мог быть лучше, гораздо лучше. Однако вот есть определенная проблема в использовании или неиспользовании орфографического словаря. Грамматические ошибки. Но традиционно для нашей многонациональной республики это был показатель, который не отличался какими-то высокими цифрами. Вот эти цифры, в принципе, мы пока что еще и сохраняем, да, учитывая, что русский язык для многих учеников не является родным, и какие-то вещи, связанные со структурой родного языка, грамматика родного языка, она зачастую давлеет над учеником, и не получается у него перестроиться на грамматику русского языка. Здесь на слайде просто дублируется вот уже по критериям, да, какое количество баллов максимальное наши ученики получили по тому или иному критерию, потому что понятно, что это не просто да или нет, да, здесь есть определенная разбаловка, ну, в частности, тот самый
критерий сжатия исходного текста, да, 3 максимальных балла, у нас смогло заработать только 47,6 учащихся. Да? То есть показатель такой для нас значимый. Что касается цельности смысловой изложения, то здесь очень многое зависит от текста, и учителя про это знают. Да? Тексты бывают действительно разными по своей насыщенности смысловой, по жанру. Вот жанры исходных текстов изложений, они немножечко более разнообразны стали. Но все они, повторюсь, все эти тексты сегодня есть на сайте ФИПИ в открытом доступе. И их количество таково, что их вполне можно проработать в течение одного учебного года без проблем. Да? То есть это 30 небольших текстов, сочинений вот там как раз гораздо больше, но с изложениями вот можно посидеть и отработать каждый текст, представленный там. Обращу ваше внимание на один нюанс, который, вероятно, появится в скором времени, по крайней мере, об этом разработчики КИМ ОГЭ заявляли. Этот нюанс связан с наличием имен собственных в исходном тексте изложения. В прошлом году, когда Ирина Цыбулько проводила вебинар для экспертов комиссий, предметных комиссий разных регионов, она упомянула, что пока что в открытом банке заданий представлены такие тексты изложений, которые не содержат эти имена собственные. Вот. Ну, здесь немножечко она слукавила, и есть там такие тексты, просто представленность этих имен собственных там не так велика. Но вот в прошлом году на основном этапе, в частности, уже попался такой текст, который содержал имя собственное, но речь здесь идет о названии книги, да. Помните, был текст изложения про книгу, ставшую будильником чувства природы. Вот название этой книги в изложении, в исходном тексте есть. И в этом названии многие дети как раз допустили ошибку. То есть по логике вещей, если такие имена собственные встречаются в изложении, они должны быть выписаны на доске. Кто это будет делать, это уже нюанс второй, да, то есть здесь учителя тоже боятся за определенную степень ответственности, потому что организаторами в аудитории не могут выступать филологи при проведении русского языка, а кому, как не филологу, поручать такие вещи ответственные, да, то есть на учителя физкультуры можно, я думаю, положиться, если это человек грамотный, но он все равно не специалист, да, и понятно, что от того, как он зафиксирует эти вещи, будет зависеть и дальнейшая работа учеников. Но, по крайней мере, я прошу вас взять эту вещь на заметку, посмотрим, как будут здесь развиваться события. Хочу, чтобы вы также обратили внимание на объем, причем не только сжатого изложения, которые будут писать наши ученики, но и на объем сочинения рассуждения. Здесь одинаковые принципы действуют. Во-первых, главное условие, главный параметр обозначен в самом КИМ ОГЭ. Ученик должен написать текст объемом не менее 70 слов. Только тогда его оценивание может осуществляться по максимальной шкале. Соответственно, если такой объем не дотягивает до установленного параметра, ученик будет наказан. И в плане содержания будет наказан, и в плане оценки грамотности. Там уже действуют совсем другие параметры. Поэтому прошу вас обратить на эту вещь внимание. Да, у нас сегодня, конечно, ученики некоторые хитрят, но некоторые, я имею в виду те, которым вот не очень легко дается написание связанных, логически выстроенных текстов, да, они стараются какие-то вещи совершенно второстепенного плана включать в свой создаваемый текст, вот, ну и таким образом пытаются набирать объем, переписывают все данные
об авторе текста, кто он такой, да, вот. Ну, эти хитрости, эти тонкости все сразу же считываются экспертом, проверяющим, да, и понятно, что наша задача не через эти вещи выкручиваться, набирая объем текста. Поэтому прошу вас обратить внимание на этот параметр. И кроме того, бывает у нас из года в год такие работы, где ученик вроде бы приступил к изложению или к сочинению, и вроде бы что-то написал, однако не добрал даже 50 слов. И вот если такого рода работа попадает на проверку к эксперту, то она равноценна тому, что работа в принципе не писалась, то есть она равноценна нулю. Задание считается невыполненным, и эксперт не проверяет эту работу в принципе, менее 50 слов. Он проходит мимо нее, ее объем никак потом не суммируется. Допустим, если он написал изложение менее 50 слов, эти цифры, эти слова не суммируются потом с сочинением, рассуждением, да, если там, например, был учеником уже соблюден этот параметр по объему. То есть важно учеников об этих вещах предупредить, иначе старания все, да, они впустую. Писал, но не дописал. Тот самый провальный критерий, связанный с компрессией текста, сжатием микротем, на него хочу обратить внимание, потому что, как правило, наши ученики сосредоточены на наиболее популярном способе компрессии. Это, конечно же, исключение. И даже если он это исключение применит на протяжении всех 3 микротем, он уже сможет получить 3 максимальных балла. Однако здесь ключевым словом является «сможет правильно применить», да? Ведь исключить можно и информацию главную, то есть сам прием-то сжатия будет, но важна как раз правильность его использования. И важно обращать внимание на то, а что, собственно, осталось после этого приема сжатия, потому что очень часто неверная компрессия ведет к логическому искажению текста. В сочинении рассуждений еще раз хочу обратить ваше внимание на критерий номер 2, это наличие примеров аргументов и примеров иллюстраций. Вот Валентина Васильевна не зря упомянула о взаимосвязи формата работ ОГЭ и ЕГЭ. Если речь вести о преемственности вот в плане сочинения рассуждения, то, конечно, сочинение типа 9.2 наиболее близким оказывается формату сочинения ЕГЭ. Но это совсем, конечно, не значит, что мы забываем про другие виды сочинений и начинаем работать только над 9.2. Нет, здесь речь идет о том, выборе адекватном ученическом, когда он действительно понимает, какой формат работы у него получается лучше. И наиболее популярным в этом смысле, конечно, оказывается сочинение не 9.2, а сочинение 9.3. Здесь наши ученики дают определение какому-либо понятию, да, дают его толкование. Ученики рассуждают над, как правило, какими-то понятиями нравственно-этической сферы. И вот здесь, поскольку это все-таки часто выбираемое сочинение, хочу обратить внимание при подготовке учителя на сами понятия. Вот эти понятия, которые могут попасться на самом экзамене, они тоже уже есть на сайте ФИПИ. Посмотрите элементарно тексты сочинений, как формулируется задание к сочинениям 9.3, какие понятия там даются. Можно этот список сейчас составить. Он не бесконечный, отнюдь не бесконечный. И вы увидите, что среди понятий, которые, как правило, не вызывают никаких трудностей у учеников, ну, например, что такое доброта, что такое дружба, да, есть и понятия, которые нуждаются в дополнительной работе. Вот в прошлом году, в 2021 году,
в нескольких вариантах сочинения попалось понятие «жизненные ценности». И эксперты были ошарашены тем, насколько многие учащиеся вообще не понимают, что собой представляет вот это понятие «жизненные ценности». Я здесь соглашусь лишь с тем, что да, для формулировки это понятие очень непростое. И, наверное, сходу не любой взрослый человек сможет сформулировать это определение. Однако у нас есть время для подготовки, да, и если такое понятие уже есть в открытом банке заданий, то нужно сейчас уже обратить внимание на эти вещи. Ну и вот среди тех понятий, которые трудности тоже традиционно вызывают, на слайде вы видите внутренний мир человека, тоже вещь не беспроблемно выглядящая на экзамене, сила духа, настоящее искусство, не просто искусство, да, здесь ключевым словом является именно настоящее искусство, нравственный выбор, когда вот ученик не умеет выбрать границу между просто выбором и нравственным выбором. Вот эти тонкости желательно отработать уже сейчас, взять перечень этих понятий, которые вызывают трудности при формулировке, и через какие-то ключевые слова, через какие-то существенные признаки, да, характерные для этих понятий нравственно-этической сферы, выйти на понимание этих вещей. Вот. Здесь важно само понимание. Эксперт наградит ученика 1 баллом, даже если самого определения как такового нет, но из сочинения видно, что понимание этого понятия, данного в задании, да, оно есть. То есть какие-то важные и существенные качества, свойства этого понятия учеником может быть в комментарии, может быть в концовке сочинения, может быть в аргументации, да, так или иначе все равно представлено. Вот. Но хочу сказать, что не должны ученики наши терять баллы вот на этих вещах. А чтобы этого не произошло, надо подстраховаться и уже сейчас такие вещи проработать. Ну вот здесь на слайде вы видите примеры неудачных определений понятий, когда наши ученики, бывает, льют воду, что называется, то есть нет указания на те существенные признаки анализируемого понятия, которое позволило бы увидеть, что да, ученик понимает, о чем он говорит. Но вот посмотрите, что значит поступить по справедливости? Ответ на вопрос формально есть. Это значит, что нужно поступать так, как ведет себя человек. Я беру вот с теми ошибками, которые наш ученик в своем сочинении отразил. Пунктуация здесь вся сохранена. Вот, формальный ответ есть, но он не является ответом на задание, то есть ученик так и не сформулировал, что такое поступить по справедливости. А чем тогда поступить по справедливости отличается, например, поступить по-доброму, поступить милосердно, поступить с чувством сострадания, да, то есть все здесь может быть сформулировано и иметь ответом поступать так, как ведет себя человек. То есть это, конечно, не ответ. Ну или вот такая тавтология часто возникает у учеников, когда они, формулируя ответ на заданный вопрос, что же такое, например, уважение или сострадание или нравственный выбор, формулирует это определение с помощью того же самого однокоренного слова, когда человек уважительно относится к другому. Да? Это тоже не есть ответ. Он не раскрыл сути вот этого нравственно-этического понятия. Да? То есть одно через другое, а ответа-то нет. В аргументации прошу обратить внимание на 2 вещи. Первое – это, конечно, то, что в 9-классниках наши эксперты, проверяющие, хотят видеть людей взрослых, зрелых, имеющих свою точку зрения и умеющих эту точку зрения отстаивать, доказывать. Поэтому очень
наивно, очень примитивно выглядят аргументы, особенно из личного опыта, это вот как раз сочинение 9.3, когда ученик пытается вспомнить какие-то свои далекие, совсем уж далекие годы детства, ясли, детский сад, еще что-то в этом духе, да, и моментально вот то представление об ученике как девятикласснике, да, оно вот дает эксперту представление, да, что же это такое. Ну вот на экране вы видите пример такого незрелого, неудачного аргумента. Также хочу обратить внимание и на то, что порой наши ученики, приступая к аргументации, подключая материал исходного текста, не дорабатывают этот аргумент. То есть они, казалось бы, начинают описывать ту самую ситуацию в тексте, которая могла бы стать формально аргументом для ответа на вопрос или для доказательства какого-то тезиса, но все это обращение к тексту сводится только лишь к его пересказу. Да? Ученик пишет, автор рассказывает о том-то. Ну и что он рассказывает? Он много о чем мог бы рассказывать. Суть ведь не в том, чтобы пересказать, чему посвящен текст, а показать, как это работает, как аргументно сформулированный тезис. Поэтому очень часто формально аргумент вроде бы оформлен, мы видим это обращение к исходному тексту, а содержательно, конечно, он аргументом не становится. Ну и заканчивая разговор вот об итогах основного государственного экзамена 2021 года, тоже дам такую вот небольшую сравнительную табличку, как мы выглядели в 2021 году по соблюдению разного рода языковых норм и фактической точности. Это вот как раз последний столбец, это свежие данные, вот цифры выделены кругами такими, да, и, соответственно, результат 2019 года. Вот. Ну, вы видите, что несмотря на возросший показатель по соблюдению орфографических норм, ну, 4 целых с лишним мы тут прибавили, да, нас такой показатель все равно не радует. Это меньше половины учащихся республики, которые смогли орфографически выстроить свои работы так, чтобы набрать 2 максимальных балла. Там допускается 1 орфографическая ошибка, если вы помните, да. Пунктуация, да, тоже показатель видите. Соблюдение грамматических норм, хуже стал этот показатель. Было 39, стало 35. Ну, это в любом случае из категории очень плохо. Поэтому работаем над грамматикой, над пунктуацией, особенно призываем к работе с орфографическими словарями во время экзаменов. Ну, соблюдение речевых норм выглядит на этом фоне относительно неплохо, хотя, конечно, до 4 мы тут тоже не дотягиваем. Вот фактическая точность – это вполне такая хорошая 4, демонстрируемая учащимися нашей республики в целом, да, но, тем не менее, фактических ошибок встречается достаточное количество. Ну и последнее, что хочу сказать, что в этом году изменений у нас нет в структуре КИМ-ОГЭ, но разработчики КИМ заявили еще в том году, что эти изменения планируются, они будут, поэтому, уважаемые слушатели, уважаемые учителя, магистранты, студенты, которые в будущем изберут профессию учителя и будут готовить учеников, да, обращаем внимание на анонсы этих изменений. Вот в августе, соответственно, мы будем иметь с вами новый демонстрационный вариант и посмотрим, какого рода изменения здесь будут выстроены. Учитывая, что все-таки, да, параллель между ОГЭ и ЕГЭ выстраивается, а в ЕГЭ сегодня есть очень важные изменения в части 1, да, посмотрите, как по-новому заиграло задание первое, да, и многие учителя ахнули при подготовке, потому что там очень серьезный комплекс умений и навыков проверяется этим заданием, которые
никак не проверялись, ну, в должной мере, наверное, не проверялись, все-таки правильно сказать, предыдущими КИМ единого государственного экзамена. Ну и, вероятно, вот такой уклон в стилистику текста, он возможен и на основном государственном экзамене, чтобы вот эта преемственность, да, она выдерживалась. Ну что ж, я благодарю за внимание. Сейчас я демонстрацию экрана отключу и, надеюсь, мне сообщат о вопросах, которые поступили в чате, и я с удовольствием на них отвечу. Спасибо большое, Юлия Владимировна. Все очень квалифицировано, подробно. Я думаю, коллеги благодарны. К тому же мы все материалы, все презентации вышлем по предоставленным адресам. Так что у вас будет возможность спокойно материалы еще раз пересмотреть. Ну, технический секретарь должна прислать вопросы, если они в чате появились, наверное, чуть позже тогда, Юлия Владимировна. Хорошо. А сейчас эстафету принимает Юлия Александровна Жукова. Но она, правда, что-то с горизонта исчезла. Вот. Нет, я вернулась. Здесь. Пожалуйста, Юлия Александровна. Спасибо большое. Я сейчас подключу тоже свою презентацию. Угу. Ну, пока вот Юлия Александровна презентацию подключает, значит, еще сообщение о том, что 18-го у нас запланирован вебинар, связанный уже с подготовкой к ЕГЭ. Ну и уважаемых учителей я призываю к сотрудничеству с нашим Центром подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе. Ну, имеется в виду, конечно, организация пробных ОГЭ и ЕГЭ. Если вы хотите вот уже как бы предварительную экспертизу получить, вот ведь все работы учащихся будут проверять опытные вузовские эксперты, то предлагаю вот заявки подавать, и мы постараемся их выполнить как можно быстрее и, естественно, как можно лучше. Итак, Юлия Александровна, пожалуйста, разворачивать будете презентацию? Нет, я не буду разворачивать презентацию по одной простой причине, потому что мне отслеживать порядок слайдов так гораздо проще. Ну, хорошо. Презентация очень объемная, в ней 61 слайд, и очень детально приведены различные формы работы, и над изложением по как раз вот этому провальному критерию сжатия текста, да. И если говорить о сочинениях, то приводятся самые разные виды вступления к сочинению, виды аргументации тоже, как говорила Юлия Владимировна, критерий провальный, возможные варианты заключения. Вот, поэтому материала в ней очень много, и я думаю, как раз вот на досуге участники вебинара смогут более как бы детально с этой презентацией познакомиться. Ну, я думаю, это, Юлия Александровна, правильная установка, поскольку материалы такого обучающего характера, то учителя и сами смогут их использовать ну, в процессе обучения. Вот. А сейчас 60 слайдов, конечно, прокомментировать это много времени займет, поэтому на главном сосредоточимся. Да, спасибо. Итак, вот на первых слайдах вы обнаружите информацию об особенностях проведения и распределения времени. В формате ОГЭ по русскому языку предлагаются две творческие работы. Это сжатое изложение и сочинение, ну и также незначительная, небольшая по объему, но не менее, может быть, сложная, как кажется, для большинства наших ребятишек, тестовая часть. Поэтому я на статистических данных, процедурных данных подробно останавливаться не буду.
Итак, сжатое изложение. Сжатое изложение требует, чтобы экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив все важные для его восприятия микротемы. Необходимо оговорить, что микротем в исходном тексте изложения 3, и эти 3 микротемы соответствуют 3 абзацам. Конечно, здесь мы вспоминаем, что микротема – это главная мысль одного абзаца, которая может быть сформулирована как одно предложение, обязательно включает ключевые слова, маркирующие главную тему текста. И на чем нам нужно остановиться более детально? На выработке как раз у детей навыка обнаружения этих ключевых слов. Поэтому целесообразно будет адресовать к тексту такие вопросы, как о чем этот текст, о чем каждый фрагмент этого текста, какие слова в нем повторяются и как они связаны с темой и идеей прослушанного произведения, какова основная мысль прослушанного текста, что хотел сказать автор. Обращаю ваше внимание на то, что изложение пишется не по памяти. Мы, как эксперты, проверяем не качество запоминания, да, а качество понимания исходного текста. Вот. Поэтому вот эти вопросы, они как раз и выведут ребенка на понимание услышанного. Далее я предлагаю текст Лихачева, в котором 149 слов, и он сжимается по абзацам. Вот эта вот методика, она прописана, то есть исходный первый абзац, а дальше в этом первом абзаце выделяются ключевые слова. Обратите внимание, эти ключевые слова повторяются. Гордость, народ, национальный, да? Гордость, гордиться, например, повторяются не только сами слова, но и однокоренные по отношению к ним. Культура, человечество, да, всеобщность. Вот, исходя из того, что мы выделили, мы видим, ключевые слова распадаются, ну, как минимум на 4 группы слов. И не случайно эти ключевые слова выделены разными цветами. Такая форма работы очень продуктивна, когда мы пока еще зрительно учимся воспринимать этот текст и сортировать информацию внутри абзаца на главную и второстепенную. Вот от второстепенной информации мы с вами будем освобождаться, вернее, наши дети будут освобождаться в результате применения различных приемов сжатия или компрессии текста. И, соответственно, вот эти вопросы, которые прозвучали несколько минут ранее. О чем этот фрагмент текста? Ответ: о гордости народа своей, в скобочках, национальной культуры. Основная мысль абзаца может быть сформулирована следующим образом. Гордость народа своей культуры законна, потому что национальная культура является частью всеобщей. И вот таким образом могут быть проработаны и 2 последующих абзаца. Сами посмотрите, а я переключаюсь. Вот. Так. Итак, что касается второго критерия, собственно, сжатия, то 3 приема сжатия известны. Это упрощение, исключение избыточной или второстепенной информации, наиболее популярный у наших ребятишек прием, и обобщение. Ниже вы, собственно, видите в табличке приемы как раз упрощения, исключения и обобщения. Это чисто теоретический слайд, и позвольте перейти к следующему. Ну и вот, собственно, что мы видим. Исходный абзац, каким был, в нем 56 слов насчитывается, и после сжатия он приобрел объем 30 слов. Да?
Вот. Гордость любого народа своим культурным наследием законна, так как во всяком вкладе каждого народа в общечеловеческую культуру есть что-то неповторимое, а потому особенно ценное. Отсутствие такой гордости – признак национального неблагополучия. Всего 2 предложения вместо 4 исходных, но тем не менее главная информация передана и достаточно внятно. Здесь, собственно, вот в табличке приведен абзац 1, исходный текст, даются предложения конкретные и какие приемы сжатия использованы были при трансформации этого первого абзаца. Изучите, я не буду подробно останавливаться, все это прописано на слайде. Та же самая работа повторяется и со 2-м, и 3-м абзацем. Критерий, значит, в результате объем исходного текста 148 слов или 149 слов, после сжатия преобразовался в 80 слов. Это количество больше требуемых 70, да? И в принципе и с точки зрения содержания, и с точки зрения объема, и с точки зрения формы подачи информации данная работа представляется корректной или зачетной. Критерий оценивания номер 3 тоже достаточно сложным представляется, потому что требуется выдержать логику. Если с композиционным, вернее, с абзацным членением текста проблем может и не возникнуть, да, будут адекватно выделены микротемы и представлены в виде 3 абзацев, то вот логика чаще всего страдает. На этом слайде вы видите характерные виды логических ошибок, которые следует предупреждать. Это нарушение логической связи между предложениями, частичное и полное, пропуск предложений, необходимых для логического развития мысли, включение предложений, не связанных по смыслу с его темой или с микротемой абзаца, неоправданный повтор одной и той же мысли, логическое противоречие между смысловыми частями, они не могут друг другу противоречить, ошибки в абзацном членении, нарушение или отсутствие временных причинно-следственных связей между частями текста, а также необоснованное использование языковых единиц в качестве средств связи между предложениями и частями текста. И понятно, что это и неадекватные синонимичные местоименные замены, и не те союзы, которые могли бы быть использованы, или производные предлоги. Вот, поэтому вот этих ошибок следовало бы избежать. Теперь, что касается тестовой части, то в тестовой части ОГЭ по русскому языку 7 заданий, и они распадаются на задания, основанные на знании норм современного русского литературного языка. Это лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные нормы, а также проверяется владение навыками анализа языковых единиц, синтаксического, орфографического, пунктуационного. И вторая группа заданий – это задания, связанные с анализом и пониманием и интерпретацией текста. Это задания 6, 7 и 8. Задание номер 1 относится к тому же типу, но оно не входит в тестовую часть. Тот же принцип используют и составители заданий ЕГЭ по русскому языку. Там тоже выделяются задания, связанные со знанием норм, и задания, связанные как раз вот с пониманием и интерпретацией предложенного текста. Готовиться к этим 2 типам заданий нужно по-разному, но требуется одно общее умение – прочитать и понять само задание. Что значит правильно прочитать и понять задание? Здесь, конечно, нужно оперировать теми подсказками, которые в задании содержатся. Например, задание номер 2. Укажите варианты ответов, да, то есть их может быть 2 и более.
которых верно, это тоже существенное слово, определена грамматическая основа в одном из предложений или одной из частей сложного предложения. Таким сложным предложением может быть и сложно сочиненное, и сложно подчиненное, и бессоюзное сложное предложение. Задача школьника как раз увидеть, что речь идет о простом предложении или все-таки о сложном внутри предложенного текста. Вот. Ну и, соответственно, что собой представляет грамматическая основа? Она состоит из двух компонентов подлежащего или сказуемого, или мы имеем дело с односоставным предложением. Это тоже очень важно. Ну и также важно вспомнить о том, чем выражаются подлежащее и сказуемое. Задание номер 3. Расставьте знаки препинания. Укажите цифры. Опять же, требуется не одну цифру указать, а несколько, на месте которых должны стоять запятые. Итак, то, что касается запятых. В этом задании может быть предложено поставить и двоеточие, и тире. Вот. И поэтому, конечно же, нужно знать ключевые моменты, когда ставятся эти знаки препинания. Об этом я буду говорить ниже. Задание номер 4. Замените словосочетание «цели жизни», построенное на основе управления, синонимичным, то есть по смыслу тождественным или близким, словосочетанием со связью согласования. Чтобы произвести такую замену, нужно знать, чем управление отличается от согласования, что собой представляет каждый из этих видов связи. И задание номер 7. Анализ средств выразительности. Укажите номера предложений, опять же, множественное число обращает на себя внимание, в которых средством выразительности речи является эпитет. И, конечно же, здесь для того, чтобы выделить эти предложения, указать их номера, нам нужно, и детям прежде всего, нужно иметь представление о том, что такое эпитет. Эпитет – это образное определение, и какими частями речи, как правило, выражаются эпитеты в контексте. Ну и одно из самых сложных заданий – это задание номер 5, связанное с проведением орфографического анализа. Да? Нужно указать верные варианты ответов, не просто написание слова, а и объяснение написания этого слова, потому что слова, которые здесь приводятся, они как раз написаны корректно, написаны правильно. Ну и в самих этих комментариях как раз нужно выделить ключевые слова, которые выводят нас на орфографические правила. В конце приставки, да, то есть это правописание согласных звуков в приставке. Дальше. Это правописание кратких форм имени прилагательного, а именно n, одной n, да, и двух n. Дальше. Это правописание слов с безударными, чередующимися гласными в корне слова. Вот. И обратите внимание на такой довесок, как лексическое значение, потому что мы с вами знаем, что правописание чередующихся гласных зависит от места ударения в слове, зависит от лексического значения, которое сообщается корнем, и зависит от последнего согласного звука в корне, либо от гласного, который следует за ним. Чаще всего речь идет о суффиксальных гласных, если вспомнить такие корни, как корни с чередованием «е», «и». Вот. Ну и имена существительные, да, есть имена существительные первого, второго, третьего склонения. Нас интересуют существительные третьего склонения с шипящим на конце. Вот они имеют, конечно, в своем составе мягкий знак в финале, но наша задача определить,
А является ли слово задач именем существительного третьего склонения? Нет, это родительный падеж множественного числа имени существительного первого склонения, который в начальной своей форме звучит как задача. И правописание наречий. Поэтому, конечно, правильный ответ 1.5, он очевидно, легко нам определить, какие позиции следует выделить. Но вот для того, чтобы задание номер 5 было выполнено безупречно, да, то следует привести правила русской орфографии в систему, выделив 6 блоков: правописание гласных в корне, правописание приставок, а также гласных и твердого знака после приставок, правописание пол и полу, одно и двух «н», не и ни со словами разных частей речи, а также еще один пункт, очень сложный: слитное, раздельное, дефисное написание существительных, прилагательных, местоимений, наречий, союзов, предлогов и частиц. И вы видите, что вот эти 6 блоков, они реализуются и в формате заданий ЕГЭ по русскому языку. Это задание 9-21. Вот. Нет, простите, 9-15. Начиная с 16 задания речь пойдет уже о правилах пунктуации. Почему важно систематизировать представление детей? Потому что все правила орфографии они изучают разрозненно. Например, корни с чередованием гласных они изучают в течение 2 лет, в пятом, шестом, седьмом классе, то есть в зависимости от УМК, по которому реализуется курс русского языка в школе. Вот. И по факту получается, что выполняют они это задание, пытаясь вспомнить каждое правило в отдельности. А когда их теоретические знания приведены в систему, то методом исключения они легко выходят на правильный ответ, требуемый верный ответ. Вот то же самое касается, собственно, и задания номер 3, которое требует пунктуационного анализа. Но я сейчас перескочу с этого задания, потому что у меня немножко сбился порядок слайдов. Вот вы видите сгруппированные корни с чередующимися гласными в 3 столбца. Чем можно снабдить эти столбцы? На что требуется обратить внимание? На исключение. И здесь, конечно, нужно обратиться к такому классическому справочнику, как справочник по русской орфографии и пунктуации Дитмара Ильяшевича Розенталя, к любому его изданию. То же самое касается и ЕГЭ по русскому языку, потому что в ЕГЭ зачастую используются исключения, как раз упомянутые, или примеры, как раз упомянутые в этом пособии. И обращаю ваше внимание, что наши дети знакомы с чередованием О, А, Е, И очень хорошо, но сталкиваются зачастую впервые в формате экзамена с чередованием А, Я, И. Вот в таких словах, как сжать, сжимать, снять, снимать, начать, начинать, принять, приминать. И вот это как раз чередование, оно и рассматривается у Розенталя в соответствующем орфографическом блоке.
Далее, что мы можем сделать с этими корнями? Вот вы видите, мы их как раз вот распределяем на 3 группы, где правописание зависит от, гласное зависит от места ударения, от конечной согласной в корне или гласной после корня и от лексического значения. Все легко и просто. Дети, как правило, очень быстро эти варианты заучивают. Ну и еще один момент. Следует напомнить ребятишкам нашим про ловушки, амонимию приставок, корней, финалей слов разных частей речи, грамматических форм. Финале это не окончание, а стечение звуков. Этим она отличается от флексии. Вот вы видите на экране чередование гласных корня и амонимичные, безударные, проверяемые гласные корни. Да? Касаться и коснуться – это не тот же корень, что, например, косить и в косе. Или, например, если речь идет о приставках «пре» и «при», следует различать приставки, например, «пребывать в хорошем настроении», здесь совсем другое лексическое значение, и «прибывать на станцию», например. Да? И обратите внимание, это финале «ца» в имени существительном, таком как переносится, и вся с мягким знаком, да, в глаголе переносится экзамен или переноситься. Здесь другое ударение будет падать, но произносим мы эту финалию как ца, а не как ся, как это написано. Вот, понятно, что речь идет об амоформах, но тем не менее. И я возвращаюсь к третьему заданию. Та же самая работа может проведена быть и с пунктуационными правилами. Например, в задании, когда требуется провести пунктуационный анализ и поставить либо двоеточие, либо тире, либо запятую, вот следует как раз все эти случаи сгруппировать. Вы видите, всего 3 позиции, когда употребляется двоеточие, их запомнить несложно. Чуть больше, да, 5 позиций, когда мы ставим тире в предложениях, да, и запятая, здесь нужно обратить внимание на ее функции. Запятая разделяет или выделяет, обособляет какие-то элементы предложения, неважно, речь идет о простом осложненном предложении, либо о сложном предложении. Но еще я бы хотела обратить внимание на те случаи, когда запятая вроде бы как с точки зрения логики необходима, но она не ставится. Ну, в каких случаях, например, когда есть общее для 2 частей сложно сочиненного предложения обстоятельство, и оно стоит в начале предложения, или когда речь идет об однородных придаточных, да? Вот. Или когда употребляется причастный оборот перед определяемым словом, выраженным именем существительным, и когда этот причастный оборот не имеет обстоятельственного значения, ну и так далее. Это, конечно, вот актуально для выполнения задания ЕГЭ, это задание номер 16, когда требуется поставить 1 запятую, да? Но и при подготовке к 3-му заданию можно как раз вот сфокусировать внимание школьников на вот этом аллогизме. Запятая вроде бы как нужна, но она не ставится. Так. Как добиться правильного выполнения задания номер 5? Вот сбилась логика. Этот совет актуален не только для вот тех, кто готовится к ОГЭ, но и для тех, кто готовится к ЕГЭ по русскому языку. Наверное, не будет лишним
рассказать детям о принципах русской орфографии, о фонематическом принципе, когда значимая часть слова сохраняет свое написание независимо от его произносительных реализаций, фонетическом, когда слово пишется так, как оно произносится, морфологическом, обратите внимание на это особо, потому что этот принцип требует единообразного написания морфем, и традиционном, когда написания, которые соответствовали произношению в далеком прошлом, сохраняются в современном русском языке. Да? Примеры вы видите. Ну и переходим к разговору о сочинении и рассуждении. Вот почему? Потому что с другими заданиями, например, связанными с трансформацией фразеологизма, с трансформацией словосочетаний, значит, в которых компоненты связаны связью управления, например, в такие, где употребляется согласование, но и аналогичные им задания, эти справляются легко. Не вызывает сложности и поиск синонимов в контексте, да, к заявленному, заданному слову. Вот, поэтому я перехожу, собственно, к разговору о сочинении и рассуждении. Сочинение и рассуждение это альтернативное задание. И я начинаю разговор как раз с задания 9.3, поскольку оно является самым адекватным, самым приемлемым для большей части детской аудитории. Если дети затрудняются в написании сочинения развернутого, да, его аргументационной части, то во всяком случае они могут дать определение заданному слову, прокомментировать его и хотя бы на этом заработать 2 балла. Да? Вот. Что касается этого задания, то вот на этом слайде вы видите способы толкования слова, пути и примеры, как это может быть реализовано. И вот Юлия Владимировна говорила о сложных случаях, сложных словах и словосочетаниях для толкования. Но вот, например, слово «дружба», оно также вызывает определенные трудности, да, хотя, казалось бы, нетрудно его атрибутировать. Как ребята атрибутируют? Да? Дружба – это взаимная симпатия. Или дружба – это отношения людей, основанные на полном взаимопонимании и симпатии. Вот такого рода определения, они явно недостаточны. Ускользает еще один очень важный момент. Дружба – это отношения людей, которые основаны на общности интересов. Да? И вот этот аспект обязательно должен быть в таком определении. Так. Ну и... Юлия Александровна, извини, но, может быть, критерии стоит пропускать, ведь все-таки учителя, они новички. Я пропущу, но хочу просто на некоторые моменты обратить внимание. Вот. Значит, итак, если тема сочинения дается в форме вопроса, да, то в ходе сочинения ребенок должен ответить на этот вопрос. Я обращаю ваше внимание, что очень осторожно нужно относиться к различного рода клише, которые воспринимаются вами и вашими детьми как мостики. Например, докажу свою точку зрения примерами из текста Сотникова и личного жизненного опыта. Что значит докажу свою точку зрения? Доказывается либо справедливость точки зрения, либо ложность точки зрения, да, вот, уместность точки зрения, адекватность точки зрения и так далее. Вот подобного рода клише, они, с одной стороны, очень удобные, потому что
вроде как позволяют логически как-то выстраивать рассуждения, но с другой стороны, эти клише могут содержать речевые ошибки. Поэтому прежде чем вы даете подобного рода выражения своим детям, пожалуйста, их проверьте, чтобы в них вот эти речевые ошибки в виде речевой недостаточности, да, или напротив многословия не закрались. Потому что потом при оценке речевой грамотности ребенка по критерию ГК-4, по-моему, ГК-4, это балл будет понижен. Так. Ну и, значит, предлагается конкретный текст в рамках этой презентации и различные формы работы над как раз вот в рамках задания 9.3. По атрибуции слова вы это увидите, что такое слава, да? Как они прорабатываются, например, как концепты такие амбивалентные, имеющие как позитивный смысл, так и отрицательный. Ну, а далее, как я уже говорила, приводятся различные формы, варианты вступления, где атрибутируется понятие и комментируется. Обращаю ваше внимание на то, что не только должно определение понятия включаться в первый абзац, но и обязательно комментарий. Фактически, вот в скобочках вы видите вопросы, да, на которые может быть дан ответ в форме дефиниции слова и может быть дан ответ в качестве комментария этой дефиниции. Например, слава – это широкая известность, всеобщее уважение, заслуг человека. Да? Это ответ на вопрос, что такое слава. А вот как можно прославиться? Можно прославиться по-разному. Ну и какой бывает слава? Слава бывает хорошей, слава доброй, слава бывает дурной. И фактически это последнее предложение нас уже подготавливает к введению соответствующих примеров иллюстраций. Эти вопросы, конечно, могут подстегивать к размышлению ребенка. Непосредственно с вопросом может быть начато определение слова. Что такое слава? Слава – это то-то. Уместны будут всевозможные вводные слова и выражения, они соответствуют типу речи рассуждения, и обратите внимание, как они вводятся. Или может быть вполне эссеистичным, таким публицистическим началом. Слава, что это такое? Я думаю. И здесь, конечно, субъективный взгляд выражается на то, что такое слава. Дальше. И начало может быть цитатным. Например, «Ценна не слава, о том, чем она заслужена», говорил немецкий философ Шопенгауэр. Эта мысль кажется мне справедливой, потому что известным человек может стать по-разному. Один совершит подвиг, а другой предательство или преступление. Но оба они войдут в историю. Да? Вот. Или, и что касается основной части, то вот, пожалуйста, примеры из исходного текста приводятся. Вот. Два примера из исходного текста, напомним, ну, либо один пример из исходного и пример из жизненного опыта, так называемый, да, или аргумент из жизни. Здесь приведены примеры, какие могут привлекаться из жизни, из каких источников и осмысляться. Ну вот, например, литературные примеры. Да, памятник, стихотворение «Памятник» Александра Сергеевича Пушкина. Это программное произведение, которое изучается на уроках литературы в 9 классе. Да? И как раз вот в нем тоже тема славы, известности поднимается.
А также, собственно, Александр Сергеевич говорит о том, чем он заслужил славу, почет своих соотечественников, причем не только современников, но и последующих поколений. Ну или вот, например, стихотворение Пастернака «Быть знаменитым некрасиво». Не это поднимает ввысь, а что же поднимает, да? Здесь вот дается очень такой интересный взгляд на эту проблему. Что касается аргументов из жизни, то вот, пожалуйста, перед вами два портрета, да, они весьма узнаваемые. Юлия Пересильд и звезда отечественного шоу-бизнеса Ольга Бузова, да. Вот кто из них какой славы добился? И вот мы об этом с детьми рассуждали, и надо сказать, что к Бузовой достаточно критическое отношение. Ну или пример из истории, да, два достаточно известных человека на экране, но слава их различна очень. Вывод каким может быть? Также здесь он формулируется, и очень ударно представляется цитата в конце этого вывода. И обратите внимание на рекомендацию: следует избегать повтора первого абзаца. Очень часто мы с этим сталкиваемся, но этот повтор дает логическую ошибку прежде всего. Так, сочинение 9.1. Ну вот, например, оно считается очень сложным, тем не менее, почему оно считается сложным? Да потому что мы не обращаем серьезного внимания на анализ речевой ткани произведения. В лучшем случае мы говорим о средствах выразительности, которые употребляются в художественном тексте, но и игнорируем, например, вот такую малость, казалось бы, как знаки препинания. В формулировке темы сочинения 9.1 дается цитата, как правило, какого-нибудь выдающегося лингвиста, которую нужно проинтерпретировать, опираясь на два примера из исходного текста. Перед вами цитата Генриетты Григорьевны Граник. Знаки, как и слова, говорят, и мы их читаем вместе со словами, а иногда даже вместо слов. И вот здесь вот выделены ключевые слова, которые требуют как раз вот пояснения. Знаки говорят вместо слов. Ниже вы видите ключевые тезисы теории пунктуации. Знаки препинания не только членят текст, но и несут определенную информацию, смысловую, эмоциональную, модальную. Они могут выражать экспрессивные значения, это оттенки эмоций, мнений, представлений субъекта речи. Ну и, пожалуй, самыми интересными в этом смысле являются многоточие, вопросительные, восклицательные знаки и тире. Поэтому, естественно, чтобы написать сочинение рассуждения на эту тему, да, необходимо рассмотреть функции знаков препинания, прежде всего их эмоционально-экспрессивные значения. А далее вы увидите, что интерес к знакам пунктуации очень активный у составителей КИМов. И вот сходные темы зачастую предлагаются. И даже такие темы, которые и немыслимо привязать к анализу знаков пунктуации, такие как, например, мастерство писателя проявляется в использовании всех богатств и возможностей языка. Мы, конечно же, первое, что вспоминаем, это средства выразительности, да, тропы и фигуры. Но обратите внимание на знаки пунктуации. И вот два примера приведу. Пушкинская: «Я вас любил, двоеточие, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем».
И сонет Бродского, обращенный к Марии Стюарт, это один из сонетов цикла. «Я вас любил. Точка. Любовь. Еще возможно, что просто боль сверлит мои мозги, все разлетелось к черту на куски, я застрелиться пробовал, но сложно с оружием, и далее виски, в которые вдарить», ну и так далее. То есть если для Александра Сергеевича Пушкина двоеточие маркирует как бы возможность продолжения каких-то отношений, продолжения, пролонгацию этого чувства, то для лирического героя очевидно, что отношения себя изжили, и в них поставлена жирная точка. Вот при анализе художественных текстов имеет смысл обращать на такую малость. И обращая на это внимание, мы, естественно, готовим детей к выполнению подобного рода заданий. В принципе, в рамках литературы такого рода задания было бы уместно предложить детям. И это касается всего, и грамматического, и синтаксического строя, или не только лексического строя речи. Ну и вот, собственно, на какие примеры мы выходим. Вы видите примеры реплик героя-рассказчика, реплики Аглаи и, соответственно, те значения, да, эмоциональные, экспрессивные как бы значения, которые связаны с постановкой многоточия в этих репликах. Неуверенность, умолчание или намек на то, что девочке физически было тяжело держать шест, которым она старалась затормозить льдину. Недоверие, мечтательность, недосказанность, неловкость, стыд, например, да? Ну или вот восклицательный знак, которыми изобилуют реплики, очень решительные Аглая. Опять же, недоверие, мечтательность, побуждение к действию, призыв. То есть вот таким образом мы фактически и выстраиваем комментарий, да, остается вот только в словесную форму облечь. Ну или тире, например, да, несопоставимость, резкое противопоставление двух фактов, неожиданность последующего события для субъекта речи. Так что с заданием 9.1 дети вполне могут справиться, если такая работа поставлена на поток на уроках литературы. Дальше я опять говорю о различного рода видах вступления, заключения, да, и о том, как выстроить центральную часть, связанную с анализом как раз вот лингвистического материала. Вы это все сами изучите. Так, ну и сочинение 9.2. 9.2. Оно связано с интерпретацией фрагмента текста исходного. Здесь вот приводятся два предложения из текста Юрия Сотника. Ну и вот обратите внимание на то, что вступительная часть может содержать фактуальную информацию, пересказ ключевого события, произошедшего на реке, например, да, но это не значит, что пересказ должен доминировать в сочинении, потому что сочинение, в котором доминирует пересказ, оно обнуляется. Это важно помнить, да. Ну, чем будет центральная часть? Это анализ восприятия события его непосредственными участниками, который выстраивается в форме ответов на проблемные вопросы, и вывод, да, который сопрягается, в общем-то, с пониманием интерпретации ключевой художественной идеи, предложенного для анализа текста. У меня все. Спасибо за внимание. Хорошо, Юлия Александровна, презентацию сворачиваете тогда? Угу. Ну вот, уважаемые коллеги, видите, какой богатый материал представила Юлия Александровна. Вы, конечно, сможете им воспользоваться, получите презентацию и по необходимости вместе со школьниками будете его осваивать. Ну вот я смотрю, подключилась Ирина Владимировна Иванова.
наверное, мы ее не будем задерживать. Если Ирина Владимировна готова, то мы предоставляем ей слово. Пожалуйста, микрофон включайте. Слышит она нас? Наверное, да. Сейчас узнаем. Угу. Ирину Владимировну я уже представляла, ну, немножко у нас логика вебинара нарушилась, но ничего, вот. Разобраться можно. Я сейчас позвоню, минуточку, ладно? Ирина Владимировна говорит о том, что звук не подключается. Зульфия Рафитовна, как-то эту проблему можно решить? Но у нее же это микрофон выключен. Ей надо микрофон-то включить. Значок, видите, у нее микрофон выключен. Конечно, звука не будет. Но я его, когда нажимаю, у меня выходит, что все. Ну Теперь все, мы вас слышим, Ирина Владимировна, осталось слышит. увидеть. Теперь еще и увидели. Да, да, да. Пожалуйста, вам слово. Замечательно. Добрый день, уважаемые участники семинара. Я правильно понимаю, у нас 9 классы, да? 9 классы, Да. хорошо. Значит, уважаемые коллеги, рада всех вас видеть. Есть некоторая информация, которую необходимо довести до вашего сведения. Я напомню, что меня зовут Иванова Ирина Владимировна. Я являюсь главным специалистом эксперта отдела государственной итоговой аттестации Министерства образования Республики Башкортостан. Именно наш отдел отвечает за организацию и проведение итоговой аттестации на территории Республики Башкортостан. То есть мы отвечаем за организацию проведения единого государственного экзамена и основного государственного экзамена. Начнем с того, что, как бы не хотелось многим, в том числе детям, в этом году отменяться не планируется. То есть основной государственный экзамен, он будет проведен. Это 2 обязательных предмета: русский язык и математика, и 2 предмета по выбору. Сразу хотелось бы обратить внимание, что к предметам по выбору у нас относятся и родные языки в том числе. На территории Республики Башкортостан изучается несколько родных языков: татарский, башкирский, марийский, удмуртский, чувашский, мордовский и русский язык в том числе. Но мы должны прекрасно понимать, что экзамен по родному языку, русскому родному, как и другому родному языку, будет проводиться только в том случае, если в базисном учебном плане образовательной организации в течение года велись часы по преподаванию родного языка. И в зависимости от того, какой язык выбрали дети, было осуществлено преподавание родного языка. Еще на что я хотела бы обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, не знаю, довели до вашего сведения или нет, но в этом году на основном государственном экзамене будет применена технология распечатывания контрольно-измерительных материалов в аудитории и сканирование работ участников, то есть на уровне Республики Башкортостан принято решение Государственной экзаменационной комиссии организовать проведение основного государственного экзамена по аналогии с 11 классами, с аналогией ЕГЭ. Мы уже несколько лет печатаем контрольно-измерительные материалы в аудиториях в 11 классе, в этом году будем делать то же самое в 9 классе. Я понимаю, что сейчас это вызовет массу вопросов, но я говорю о том, что решение принято.
решение не обсуждается, оно будет выполнено, нравится нам это с вами или не нравится. Мы прекрасно понимаем, что у нас задача стоит, чтобы дети получили аттестат. Но получение аттестата – это вторичная задача. Первичная дети должны получить знания, потому что по итогу они получают документ государственного образца. И мы понимаем, что мы позавчера сдали первый раз итоговое собеседование. Ребята пришли, но явка была не стопроцентная. Это связано с пандемией, с теми условиями, в которых проходит наше обучение. Следующие даты состоятся. Я думаю, что все будет в штатном режиме. У нас, к сожалению, была выкладка в интернет в 9 классах. Это итоговое собеседование. Что ожидать на экзамене, если будет выкладка в интернет, как это было в прошлые годы? Мы прекрасно понимаем, это значит удаление с экзамена и аннулирование результатов. То есть дети переходят на осень, на сдачу экзамена, повторную попытку сдать только осенью. Вопрос, нужно ли это образовательной организации, нужно ли это учителю, нужно ли это детям. Поэтому я и начала свое выступление с того, что печать контрольно-измерительных материалов в аудитории, сканирование всех работ ребят в штабе в день проведения экзамена, пока материалы не сядут в региональный центр обработки информации, экзамен считается незавершенным. То есть до конца, до того момента, когда отсканируются все материалы по всем участникам итоговой аттестации, в данном случае 9 классы, и их примет региональный центр обработки информации по защищенному каналу связи, вы должны быть на местах как организаторы, если вы будете организаторами, и наблюдать за происходящим. Я напомню, что в 9 классах у нас уже не первый год ведется видеозапись экзамена. Это все просматривается, поэтому просто, пожалуйста, будьте внимательны и аккуратны. Это нужно донести до сознания наших детей, потому что очень многие считают, что экзамены ОГЭ отменят в этом году. Отмены не будет. Мы ее даже не ожидаем, потому что все должно пройти в штатном режиме. Ребята должны окончить, как положено, учебный год. У меня вопрос. Мне могут задавать вопросы? Нет, Юлия Александровна, Валентина Борисовна? Да, вам могут задавать вопросы. Зульфия Рафитовна напишет, если такие вопросы будут. Хорошо, я готова ответить, поэтому, пожалуйста, коллеги, пока есть возможность, вы можете задать вопрос. Я предполагаю, что здесь вы работаете не только в 9 классах, но и в 11 классах. Очень остро стоит задача по выдаче медалей в 11 классах. Медали в 11 классах выдаются, я просто напоминаю, тем детям, которые за 10-11 класс имеют, значит, у них стоит отлично, и они получают не менее 70 баллов по русскому языку и по математике профильного уровня, и базовая математика должна быть 5. Вот, плюс предметы по выбору должны быть преодолены, они должны преодолеть порог. Поэтому вот 4 этих фактора влияют на выдачу медалей. Это я акцентирую специально ваше внимание на этом, потому что в том году, когда мы впервые провели, где-то в конце марта, наверное, мы отправили запрос по муниципалитетам с вопросом, сколько претендентов на медаль у нас планируют образовательные организации. Некоторые муниципалитеты дали нам одно число. В июле месяце мы повторно запросили, сколько медалей было выдано. Вы не поверите, если, например, условно 40 медалей планировали выдать, нам дали такую цифру в марте, то в июле вы 80 медалей. Вопрос. То есть у вас претендентов на медаль стало значительно, вернее, медалистов стало больше, чем было претендентов? Это вопрос качества образования. Мы должны понимать одно, что государственная итоговая аттестация, за ней, за проведением итоговой аттестации очень внимательно следит Рособорнадзор. Они мониторят абсолютно все, начиная, не вся информация доходит до учителей, но, значит, вы представляете, что являются собой бланки ответов. Я пока говорю про 11 классы. Бланки ответов, значит, у нас часть
где даются ответы, и ниже сноска. То есть как бы правильные ответы ребята должны дать, если они передумали, да, они пишут внизу в графе. И если вот эти вот изменений много, то ребята попадают в зону риска. Хочу сразу рассказать об этом. По окончании итоговой аттестации, так понимаю, что это и 9 классы коснется в этом году, не только 11. По окончании проведения итоговой аттестации, обычно конец июля, начало августа, проводится следующая работа на территории каждого субъекта Российской Федерации. Из базы данных изымаются те работы тех участников, которые попали в зону риска. Это, например, очень много ответов в строке, которые они могут изменить. Очень много выходов у ребенка было во время экзамена из аудитории. И, например, если ребенок в декабре получил не зачет по критерию грамотность по итоговому сочинению, а в мае месяце по русскому языку он набрал более 81 балла по ЕГЭ, эта работа тоже попадает в зону риска. Я говорю об этом для того, чтобы вы понимали, что все за всем наблюдают, все очень внимательно отслеживают, в том числе это будет и с 9 классами, если уже принято решение о том, что печать контрольно-измерительных материалов в аудитории и сканирование в штабе пункта проведения экзамена. Соответственно, почерки у нас ежегодно, когда так вот 2 года у нас не было экзамена в 9 классах, да, но минус 2 года назад у нас ежегодно возникали вопросы по почерку детей в бланках. Мы, когда в РЦОЭ садят эту информацию в региональную информационную систему, мы наблюдаем при сканировании, что почерки у детей разные на одном бланке. Мы видим, что какие-то вещи написаны учителями, подписаны. Но мы же сами все взрослые люди, мы понимаем прекрасно, что почерк ребенка и почерк взрослого учителя – это 2 разные вещи. Пожалуйста, будьте аккуратнее в этом году. Вопрос, есть ли вопросы, поступают ли нет? Учителя, пожалуйста, задавайте то, что вас интересует. Зульфия Рафитовна, вопросы есть? Пишите в чат или каким-то образом. Вам лучше получить информацию сейчас из первых уст, нежели надеяться на что-то иное, кто-то что-то скажет. Юлия Александровна, что там Зульфия реагирует? Вопросов пока нет. Вопросов пока нет, значит, все ну, да, принимают к сведению, да. Принимает к сведению, потому что то, о чем я сказала, это действительно очень важно. Я понимаю, что многие были готовы к тому, что, во-первых, экзамен отменят, во-вторых, помогут детям на экзамене. То, что было в прошлом году, у нас было несколько работ аннулировано в 9 при нарушениях, которые были допущены и со стороны взрослых людей, у нас страдали дети. Вот для того, чтобы этого не было, уважаемые коллеги, пожалуйста, будьте внимательны, и мы понимаем, нам с вами дальше воспитывать, растить этих детей. Они придут в 10 класс, они поступят и в среднее училище, в колледже. Если, наверное, вопросов нет, тогда у меня да, вот все. Пишет секретарь, что вопросов нет, но вы все разъяснили. Дай Бог, чтобы приняли к сведению. Куда же деваться? Чтобы мне главное, что ожидает нас на экзаменах, которые не отменят. Уважаемые коллеги, у нас с этой недели начались онлайн-консультации по всем учебным предметам. Данные онлайн-консультации проводят и в 9 классах, и по сдаче экзаменов в 9 классах и в 11 классах. Значит, онлайн-консультации ведут председатели республиканских предметных комиссий. График проведения консультаций размещен на сайте Министерства образования в разделе «Деятельность», раздел ЕГЭ, региональные документы. И у меня просьба, все онлайн-консультации записываются, видеозаписи размещаются на портале «Электронное образование Республики Башкортостан», раздел ЕГЭ и раздел ОГЭ. Пожалуйста, доведите до сведения ваших детей, потому что информация там представлена, актуальная информация представлена и по 11 классам, и по 9 классам. Ребята имеют право во время онлайн-консультации задать вопросы председателям предметных комиссий республиканских. В принципе, они этим правом пользуются. Просьба донести еще раз до сведения всех наших детей. Все, благодарю. Спасибо, ценная информация. Спасибо, Ирина Владимировна. Уважаемые коллеги, ну, позвольте еще некоторое время занять ваше внимание,
чтобы завершить нашу работу, в самом начале мы говорили о необходимости выхода на метапредметный уровень подготовки к ГЕ по русскому языку и литературе. И метапредметный, и межпредметный, естественно. Вот хочу пока... Так, сейчас минуточку, мне надо демонстрацию экрана. Так, сейчас я... Видна, да, презентация? Юлия Александровна? Да, все видно. Ага, хорошо. Тут, правда, сейчас, минуточку. Вот. И я хочу свои соображения по этому поводу высказать на примере изложения. Ну, видите, достаточно универсальная форма работы используется и в рамках итогового устного собеседования, и в рамках ОГЭ. Ну и как форма информационной переработки текста, изложение наряду с чтением имеет важное значение и для ЕГЭ, на мой взгляд. Так что вот такая широкая постановка проблемы, она мотивирована, конечно. Ну, о чем что нужно иметь в виду, о чем нужно думать. Понятно, что очень многие задания связаны с текстом. Предполагается работа с текстом, или его переработка, или создание нового текста с опорой на исходный текст. Но в любом случае это категория, как вы видите, определяющая. И вот хочется напомнить, что работа с текстом, она очень динамичная. Вот на слайде вы видите соответствующий тезис, вот, позволяющий хорошо понять, что действительно текст подобен гармошке. Ну, современные дети, надеюсь, это сравнение поймут. Вот подобно гармошке расширяется, сжимается, поддается трансформации или в сторону увеличения, вот как в итоговом устном собеседовании. Предложенный текст, который дети должны пересказать, дополняется цитатой. И наоборот, вот в задании в задании первой части ОГЭ этот текст сжимается. Ну, конечно, не до упора, вот, объем до 70 слов тоже определяется. Но, в принципе, можно показать детям, чтобы они поняли суть работы, подобной работы с текстом, как он вот действительно расширяется и сжимается. Итак, хочется еще подчеркнуть, что, конечно, вот эти умения и навыки работать с текстом имеют не только утилитарное значение и будут вот оцениваться и проверяться в рамках ОГЭ прежде всего, это ведь и жизненно необходимые тоже навыки, особенно востребованные во всех сферах профессиональной коммуникации, да и повседневной коммуникации тоже. Вот этот момент можно подчеркнуть, напомнить детям еще раз, что они учатся и для того, чтобы потом в жизни применять свои знания, умения и навыки. Ну вот, смотрите, как принципы, приемы работы с текстом, в частности, его изложения или трансформации, реализуются, как я уже говорила, и в итоговом устном собеседовании, и в ОГЭ по русскому языку. Ну, некоторая разница, конечно, есть в задании втором, вот, которые дети 2 дня буквально назад выполняли, им необходимо было достаточно подробно текст пересказать, но включив в этот пересказ предложенное высказывание того или иного авторитетного человека. И основными критериями проверки этого задания наряду с другими является
прежде всего, правильность выделения передачи основных микротем и уместность включения цитат в пересказ. То есть это как содержательное, так и логическое требование, потому что уместность включения цитаты, конечно, предполагает понимание того, как текст разворачивается, какова его композиция, структура и в каком именно месте его можно вот таким образом расширить и дополнить. Ну, в ОГЭ по русскому языку фигурирует сжатое изложение, предполагающее использование приемов исключения, упрощения и обобщения. Юлия Владимировна, так же, как и Юлия Александровна, об этом очень подробно все рассказали. И обратите внимание, опять вот критерий тут содержательный, конечно, учитывается, вот как содержание и каждой микротемы, и всего текста в целом передается. И вот то, что тут и текст в целом, и отдельные его части рассматриваются, конечно, опять выводит нас на композицию, на связи между микротемами, на логические переходы, так же, как и на логику всего текста. Так что вот в обоих случаях требуется обратить внимание как на композицию, как на содержательную, так и на композиционную логическую сторону пересказа текста, работы с текстом. Ну вот, можете удивить детей, предложив им, ну, текст достаточно большой, показав детям достаточно большой текст, где 250 слов вы видите. Ну, такие тексты больше, конечно, с такими текстами больше, конечно, 11-классники работают. И, на мой взгляд, вот этот текст за один урок можно проработать, показать, вот, что с ним можно сделать. Тем более, что по содержанию он чрезвычайно современный. Здесь речь идет об основных человеческих компетенциях, которые вот уже во многом передаются и машинам, компьютерам. Так что задуматься над тем, что может человек из того, что нельзя передать, допустим, машине, задуматься, конечно, стоит. Ну, обратите внимание, что здесь несколько абзацев. Ну, не 3, как обычно в исходном тексте для 9-классников. Но в данном случае это не имеет значения. Я хочу обратить ваше внимание вот на следующее. Озадачив и себя, и детей вот такой постановкой учебной ситуации, как, по сути, проблемной. Можно ли сжать этот текст до 70 слов? Или даже до 10 слов, не исказив его смысла. Мы, кстати, вот сейчас живем в эпоху слоганов, таких коротких очень высказываний, которые дети используют и в своих смс-ках, и видят во всякого рода информационных, рекламных и прочих текстах. То есть это достаточно востребовано сегодня и актуально. Ну, я сразу скажу, что можно. И вот посмотрите, каким образом это получается. Так, сейчас. Так, я хочу полностью открыть текст. Видна презентация? Нет? Нет, пока чистое поле. Ну ладно, вот, видимо, ее действительно не стоит разворачивать, потому что проблемы возникают. Но у меня вот так, скрывает вверх тут табличка. А у вас полностью слайд виден? Да, полностью. Ну, хорошо. Значит, вот первый абзац. Поскольку текст уже имеет свою абзацную структуру, вот работа, которая необходима для понимания смысла текста, тут связана с абзацами, от абзаца к абзацу. Ну вот, не так давно утверждали, что успех в жизни напрямую
Так, вот все-таки закрывает мне, да. Мгм. Напрямую зависит от интеллектуальных способностей человека. Чем больше он знает и умеет, тем больше вероятность того, что он многого добьется в жизни. Понятно, что вот этот достаточно развернутый абзац, он требует сокращения, как и в заданиях для детей предлагается. Работаем с этим абзацем как с микротемой. И вот посмотрите, пожалуйста, что получается в результате использования приемов исключения. Это, конечно, универсальный прием и упрощение информации. Ну, упрощение здесь заметно на синтаксическом уровне, потому что вместо нескольких предложений достаточно развернутых мы оставляем одно, хотя, ну, все равно сложно подчиненное. Вот. Но это еще не все. Надеюсь, вы обратили внимание на то, что можно устроить такой вот стимулирующий тренинг, вот, и предложить детям продолжить сжатие до упора. Ну, понятно, что это выводит нас на тезисы, которые являются вот таким своеобразным итогом логико-риторической обработки текста. И еще раз повторюсь, что аналогичные вот словесные формулы нас сейчас окружают. Вот, во многих ситуациях мы с такими формулами словесными, формулировками сталкиваемся. И вы видите, что здесь вот не просто сокращение, здесь изменяется грамматическая структура предложения. Так, дальше. Вот второй абзац, он альтернативный по отношению к первому, потому что здесь уже развивается мысль о том, что не только знания являются основой успешной жизни и деятельности, все-таки нужно оставаться человеком, нужно проявлять свои лучшие качества личностные. Вот такое развернутое высказывание во втором абзаце. И посмотрите, как в результате реализации всех трех способов, ну, которые для школьников предназначены, остается вот такая микротема. Вот. И противопоставление тут, конечно, необходимо сохранить. Вот, если сам абзац начинался со слова «однако», здесь можно сказать «но». Вот знание и интеллект, о чем шла речь в первой микротеме, это всего лишь фундамент. Вот. И на этом фундаменте можно построить свое здание жизни и работы, если вот проявлять нужные личностные качества. И вот эта альтернатива, она остается и в тезисе. Видите, он чрезвычайно краткий, то, что и нужно. Третий абзац. Вот, он представляет собой развитие предыдущего, и не случайно здесь союз «и». Тут цепная связь, дополнение возникает. И вот когда мы так работаем с каждой микротемой, выявляя ее логику и развитие темы, скажем так, то мы видим, какие типы связи и между абзацами, и между предложениями здесь возникают. Это, конечно же, прямой выход на сочинение ЕГЭ. Вот, и здесь вот дополнение, развитие мыслей происходит, что очень важной способностью человеческой, которая помогает ему самореализоваться, является способность сопереживания, сочувствия вот, к другим людям. Ну вот соответствующий результат формулирования микротемы вы видите, и тезис. Тезис опять вот в той грамматической форме, которую тезис как основное положение чаще всего предполагает. Ну и
следующий тезис, уже один из последних, он тоже очень логично связан с предыдущими, особенно с предшествующим. Начинается как бы с вопроса риторического и с ответа. Вот как выработать эту способность сочувствия, сопереживания, ну, конечно, прежде всего на эмоциональном уровне. И вот очень хорошо, что авторы этого текста подчеркивают: через восприятие искусства, ну, конечно, в том числе и литературы, формируется вот столь необходимый и в жизни, и в любой деятельности эмоциональный интеллект. Определение этого понятия здесь дается как оптимальное сочетание эмоциональных и интеллектуальных способностей нашей личности. И посмотрите, как формулируется микротема в результате исключения, обобщения, упрощения и обобщения информации. Вот эта способность проявлять эмоциональный интеллект развивается благодаря общению с искусством. И на основе этой микротемы соответствующий тезис. Ну вот, посмотрите, мы выходим на сжатое изложение. Вот такой объемный текст, почти больше 250 слов, мы довели до 70 слов, как вот в аттестационном изложении. Абзацы остались. Композиция, логика, развертывание темы осталось. Посмотрите, смысл текста не пострадал. Просто он выражен здесь вот достаточно кратко, но емко. Вот если подобные тексты с детьми проработать, уверяю вас, они поймут, для чего нужны вот эти навыки и умения работы с текстом, его трансформации, его сжатого изложения или дополнения и так далее. Потому что вот получается достойный, понятный результат. Ну и еще больше сжатие, пока до 10 слов, вы видите, мы не дошли, но тем не менее основные положения, вот как бы выжимка из 4 абзацев здесь представлена. Это как план тезисный текста получился. Ну и обещанный результат. Вот, можно ли выйти на объем текста, сокращение текста до 10 слов? Можно. И все это связано с развитием речи и, конечно, одновременно мышления. Потому что вы видите, это не просто механическое использование, пусть даже натренированное, каких-то вот этих названных умений, приемов сжатия текста. Тут необходимо проявить понимание текста. И не случайно проблема функционального чтения, ведущего к пониманию текста, очень остро сейчас стоит. И можно эту проблему решать вот и таким образом, о котором я сейчас вам рассказываю. Это действительно способствует развитию и мышления, и речи. Итак, мы выходим уже на обобщающий тезис, поскольку мы поняли, что в предложенном тексте речь идет о способностях человека, которые позволят ему быть успешным, и оказывается, что это не только интеллектуальные качества, но и эмоциональные. Естественно, мы выходим вот на эти сопряженные формулы. Эмоции плюс интеллект. Дальше можно через синонимы варианты следующие составить. То есть душа плюс разум, сердце плюс ум. И посмотрите, как уже обобщающий тезис формулируется. Гарантия жизненного успеха человека – это его эмоциональный интеллект.
Или синонимичные варианты можно использовать. Добрый ум, умная душа, доброумие. И вот то, что должно было получиться. Текст объемом более 250 слов мы сжали до упора, до 10 слов. И зерно смысла осталось. Это вот та выжимка, ну, наверное, больше уже сжать невозможно. Вот та выжимка из текста, которую мы сжали и вышли на его основную мысль, вот, которую авторы достаточно подробно, последовательно разъясняли, объясняли. Вот, и все это для того, чтобы мы в итоге поняли. Гарантия жизненного успеха человека – это его эмоциональный интеллект. Ну, а если хочется соригинальничать, то вот это выражение эмоциональный интеллект, ну, можно заменить старинным, но понятным словом доброумие. Вот такой вариант работы с текстом я вам сейчас разъяснила. Так. Ну, судя по всему, вопросов нету, Зульфия Рафитовна? Мы уже работаем почти 3 часа. Почти 3 часа. Конечно, аудитория, наверное, подустала. И я думаю, что она еще переварит, посмотрит наши материалы, где-то с утилитарной точки зрения посмотрит, а где-то постарается вот, горизонты открыть перед детьми, чтобы они убедились, для чего поняли, для чего учатся, для чего нужны вот эти навыки, которые проверяются, ну, сейчас пока на ОГЭ, а потом и на ЕГЭ. Валентина Васильевна, вопросов пока нет, пишет Зульфия Рафитовна, но вот был вопрос, адресованный к Ирине Владимировне. Можно ли получить материалы онлайн-консультации по литературе, имеется в виду ЕГЭ по литературе, именно презентацию отдельно от Леоновой? Вот такой вопрос поступал, и Ирина Владимировна ответила на этот вопрос. Можно лишь посмотреть все на портале «Электронное образование». Ну да, она об этом говорила. То есть отдельно от Леоновой надо понимать так, что лично от Леоновой, так? Ну, я не знаю, как вот, но... Я думаю, смысл такой, потому что речь шла о том, что вот эти видеоконсультации подготовят и будут размещать именно председатели комиссии. Так ведь, Юлия Владимировна? Наверное. Но здесь нужно, наверное, сказать, что планируется и нами проведение вебинара отдельно, да, Валентина Васильевна, вы об этом скажете? Ну да, об этом вначале было сказано. Ну, видеоконсультация, она же не будет достаточно долгой, вот, тем более, что она предполагает формат общения с выпускниками и ответы на их вопросы. Ну, это, конечно, тоже очень важно, но вебинар обучающего характера, вы видите, что он гораздо дольше проходит и предполагает развернутый комментарий от всех подготовленных обучающих презентаций. Так что консультация – это одно, а вебинар – другое. И 18 февраля мы вебинар, уже связанный с ЕГЭ, проводим для учителей. А по поводу литературы, вот, ну, уважаемые учителя, разрешите к вам обратиться вот со следующими словами. Вот. Думайте, пожалуйста, о преемниках. Нельзя оставаться без наследников. Вот ваши дети, которых вы обучаете, должны прийти со временем вам на смену. Ну, а для этого же им нужно поступить на филологические профили вузов, получить педагогическое образование и сдать
наряду с обязательным ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по литературе. Ну, мы понимаем, что не так много желающих сдать ОГЭ и ЕГЭ по литературе, но тем не менее они есть и тоже нуждаются в консультировании, тем более, что тут массовой подготовки нет, и не все коллеги-учителя могут ее обеспечить, и специальные занятия вот для тех, кто выбрал ЕГЭ или ОГЭ по литературе, проводить. Поэтому мы потом объявим, обязательно вас информируем о том, что будет такой обучающий вебинар и для школьников, которые собираются сдавать ОГЭ и ЕГЭ по литературе. Ну, конечно, вот с подачи учителей. Вначале эту информацию получат учителя и доведут ее до сведения обучающихся. Ну, а эксперты у нас есть, мы готовы оказать посильную консультативную помощь. Ну и не забывайте, что помимо вот такого знакомства с необходимыми материалами, с консультированием экспертов, необходима организация и пробных ОГЭ и ЕГЭ. Еще раз повторяю, активно сотрудничайте вот с нашим центром. В ВГПУ давно уже хороший опыт проведения таких пробных ОГЭ и ЕГЭ есть. Вы знаете, что мы стараемся выдержать все требования промежуточного контроля, не только проверяем, как нужно, работы учащихся, но и обязательно работу над ошибками проводим, возвращаем эти работы со всеми пометами и замечаниями экспертов. Вот эта обратная связь, она, конечно, тоже принципиально важна и нужна. Вот такие объявления. Ну, коллеги, что добавите? Юлия Владимировна, Юлия Александровна, пожалуйста, последнее слово и вам тоже. Я думаю, что у нас очень насыщенный получился вебинар, информации очень много, и действительно слушателям есть необходимость переварить все то, что было сказано, попробовать. Вот. Но время для подготовки, для исправления каких-то недочетов, для того, чтобы подтянуть своих учащихся, есть, и я думаю, надо усилия для этого направить. Поэтому всем нашим слушателям желаю удачи в преодолении всех сложностей подготовки своих учеников к экзамену. Ну да, правильно. Глаза боятся, руки делают, можно совсем справиться. Юлия Александровна? Ну, я присоединяюсь ко всему сказанному. Добавить тут мало что можно. Вот, все проведено своевременно, еще впереди несколько месяцев для такой активной работы. Надеюсь, мы преодолеем пандемию, вот, и она серьезным образом не скажется на вот наших конечных результатах, да? Вот, мы удержим планку или сможем ее все-таки повысить. Вот этого я желаю всем, потому что показатели государственной итоговой аттестации важны не только для наших детей, но и для наших учителей важны. Вот, в связи со всевозможными аккредитациями, аттестациями и так далее. Вот, поэтому я желаю здоровья и успехов. Спасибо. Спасибо. Ну вот, хорошую точку ставим. Наш методист, технический секретарь Зульфия Рафитовна вышлет всем коллегам и материалы, и сертификаты, так что ждите. Ну и с Богом дальше работаем, учимся. До свидания. Коллеги, тоже спасибо большое. До свидания, спасибо.